Житель Санкт-Петербурга заказал обувь из Китая и нашел в коробке тайное послание с просьбой о помощи. Покупатель Арслан опубликовал снимок черных кроссовок и клочка бумаги, на которой на английском языке синей ручкой написаны слова «Помогите, я в тюрьме в Китае. Пожалуйста, помогите, уйгур». Мужчина попытался выяснить, кто написал записку, чтобы помочь ее автору. Он обратился в магазин, где приобрел обувь, затем написал 2 дистрибьюторам, однако ни от кого не получил ответа. Он считает, что записка реальна, однако не знает, как оказать помощь написавшему. В связи с этим Арслан решил разместить послание в социальных сетях, чтобы привлечь внимание к проблеме и напомнить людям о том, что в мире продолжают твориться ужасные вещи. В июле прошлого года 180 правозащитных организаций опубликовали отчет, в котором подчеркивается, что мировая индустрия моды в значительной степени замешана в принудительном труде уйгуров. В марте текущего года Австралийский институт стратегической политики сообщил, что от трудовой эксплуатации коренных жителей уйгурского региона получает выгоду свыше 82 известных брендов, отметив, что с 2017 по 2019 годы китайское правительство перевело на фабрики внутренних провинций более 80 тысяч уйгуров. Япония заявила, что следит за нарушениями прав человека в Восточном Туркестане. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава Кабинета министров Ката Кацунобу. Кацунобу отметил важность уважения основных прав человека и верховенства закона. В уйгурском регионе, который находится под контролем Китая, свыше 3 миллионов человек содержатся в концентрационных лагерях. Китай отрицает обвинения в нарушении прав человека и настаивает на том, что эти учреждения являются центрами профессиональной подготовки. Япония входит в число 39 стран ООН, обратившихся к китайским властям с требованием о прекращении геноцида. Председатель Тайваньской ассоциации Восточного Туркестана, основанной в 2019 году, рассказал радио «Свободная Азия» о симпозиуме в честь восточно-туркестанских республик, который состоялся в Тайваньском университете в воскресенье 15 ноября. В мероприятии приняли участие доцент политического университета Ли Фуджун, профессор Донг Ливен из Тайваньского государственного исследовательского института и военный писатель Лу Сибинг. Хэ Чаудун также сообщил, что основной темой встречи стали распад республик, китайская оккупация и название Синьцзянь, то есть новая граница, которую Китай считает своей неотъемлемой частью. Центр безопасности коммуникаций Канады в докладе заявил, что Россия, Китай, Иран и КНДР представляют наибольшую угрозу в области кибербезопасности для страны. Киберпространство пытаются использовать для подрыва энергосистемы Канады. Мы считаем, что поддерживаемые государством программы Китая, России, Ирана и Северной Кореи представляют наибольшую угрозу для отдельных канадцев и организаций, говорится в докладе. Ведомство отмечает, что иностранные деятели могут также использовать киберпространство для слежки за канадскими организациями и правительственными учреждениями. Правительства Малайзии и Китая подписали соглашение о разработке и распространении вакцины против коронавируса нового типа. Согласно соглашению, Малайзия станет основным заказчиком вакцины, разработанной в Китае. Во время онлайн-встречи министров науки и технологий Китая и Малайзии было достигнуто соглашение о тесном сотрудничестве в борьбе с COVID-19. Стороны сообщили, что первая фаза соглашения продлится 5 лет, а затем по обоюдному согласию сторон будет ежегодно продлеваться.